Добрый день, Михаил Николаевич. Добрый день. Ирыгун. Сегодня мы в гостях у Михаила Николаевича Юхме, чувашского народного писателя. Сегодня у нас тема о чувашах, рассеявшихся по всему миру. Михаил Николаевич, почему чуваши живут некомпактно? Другие народы, может быть, тоже так же рассеяны по всему миру. Чуваши живут половина только в Чувашской республике, а больше половины в Оренбургской области, в Ульяновской области, в Самарской области, в Татарстане, в Башкирии. Говорят, с венграми в 8 веке чуваши ушли на запад, в Европу ушли. Говорят, ну и сейчас по интернету знаем, что чуваши и в Австралии живут, и в Канаде живут. Расскажите, пожалуйста, о чувашах, рассеявшихся по всему миру. Чуваши – прямые потомки великого государства Волжская Болгария. Это государство протянулось на севере до Лизаветового океана, на востоке до Сибири, на юге до Каспийского моря, на западе до Оки. Это вот даже венгерские ученые, которые больше всего сделали для исследования истории чувашского народа, еще в свое время делали карту Волжской Болгарии. И это могущественное государство было. И даже вот когда в 1223 году татаро-монголы на реке Калки разбили в узкой половецкие объединенные войска, они перешли Волгу и напали на территорию Волжской Болгарии. Волжской Болгарии в 1224 году разбили вот эти отряды татаро-монголов. Это единственный раз татаро-монголы были разбиты. Это сражение произошло около города, современного города Мелекес на реке Сахтя. Говорят, там сам Субутай-Богатур был, да? Да, там этот, считавшийся до этого непобедимый этот полководец, он потерпел поражение, чуть-чуть не попал в плен. А потом, когда в 1236 году, уже собрав огромные войска, татаро-монголы напали, шли завоевать весь Запад, именно чуваши, именно наши, вернее, скажем, волжские болгары больше всего сопротивлялись более 10 лет сопротивлялись татаро-монголам. Это большой народ. И поэтому, когда сейчас создали автономию, ведь автономная республика создана усеченно. Даже Ленин предложил создать чувашскую автономию, чувашскую республику со столицей Симбирск, куда бы входили земли, почти все районы Ульяновской области, Самарской области и 3 района Оренбургской области входили. Предложенный Лениным вариант. Проект. Да, проект. И в 1924 году наши уже власти пытались создать Чувашскую республику. Почему по проекту Ленина не согласились? Вроде бы я читал, что наши кадры, делегация в Москве говорила, у нас кадров не хватает, квалификации не хватает, мы не справимся с такой большой территорией. Вот это правда? Это неправда. Правда в том, что когда в те годы большевики, у власти были большевики составили союз сотрудничества с эсерами тогда. Эсеры, влияние эсеров сильно было именно на территории южных районов современной Чувашии. Да. Симбирской губернии эсеры сильны были. Если бы составили большую республику со столицей Симбирске, те сторонники этого
они боялись, что Власть упустят, да? да, власти не пустят. И поэтому все автономии создавались на съездах советов этих народов, на съездах советов. А эту автономию чуваш составили, значит, съезд большевистских организаций, чувашских большевистских организаций. А большевики сильны были на северных территориях, и поэтому они не собрали съезд в Симбирске, где им положено было собраться, потому что Симбирск — это центр возрождения нашего народа, Симбирская чувашская школа. Они в Казани собрались. В Казани, в здании, в актовом зале Казанского университета проходило, 4 дня съезд проходил. И Ильмень сам он считался таким железобетонным большевиком, считался он, и именно вот его сторонники собрались. И он даже не автономную область. Коммуну хотел создать, вроде бы. Просто Чувашскую коммуну. Чувашскую коммуну туда должны были входить Чебоксарский уезд, Ядринский уезд и Тивисский уезд, до Тивиска. Сторонники другого проекта, я слышал, на фронте воевали. Они поэтому не могли участвовать в этом собрании. Они могли. Я же говорю, не съезд советов собирал, съезд большевистских организаций, то есть съезд своих сторонников он собрал. И даже думая, что будет республика, большая республика со столицей Симбирске, даже Дмитрий Юман в те годы был бургомистром Симбирска уже. Целого города. Целого города. Чуваш. Бургомистр Чуваш. Уже все это было подготовлено. Вот так в какой-то степени воровским способом создается автономия. И почему не коммуна вхождением, скажем, вот Чувашских районов, Комсомольский, Батыровский, Яльчевский, потом вошли в автономную область, потому что на 4-й день один делегат из Барышского района, современного Барышского района Ульяновской области, в актовом зале из центральной люстры повесился, протестуя против создания такой усеченной автономии. Это не смогло остановить. И на груди написано было: Ильмень, ты станешь палачом чувашского народа. И тогда только Ильмень немного опомнился и согласился на создание Чувашской автономной области. Не республики, а автономной области. Получается, это трагический момент. Это очень трагический момент, потому что определялось будущее Чувашской республики, чувашского народа. Все-таки они, получается, личные амбиции выше чувашского народа ставили. И желание стать властителями народа. И вот все эти земли остались за пределами. И ведь вся интеллигенция, в основном основная интеллигенция вышла из тех районов. Она за пределами Чувашской республики осталась. Вот я разговаривал, Басяниси разговаривал. Ну, говорит, мы думали, что нас уже забыли. Если бы впоследствии моими стараниями других людей ее имя возвращено к литературе, нашей чувашской литературе, и другие писатели вышли из территории, из районов, которые в Ульяновской области или Татарстана, из Самарской области. Вот они были забыты, только вот последние годы мы стали изучать, находить их. Но все-таки, Михаил Николаевич, если взять территориально, где живут чуваши, мы же не могли претендовать на такую большую территорию, скажем, Татарстан, Башкирия. Там чуваши еще, наверное, вот Константин Иванов из Башкирии, вот современная территория Башкирии. Ну, конечно, тогда уже Татарстан. Эти территории и не претендовали.
Чувашская автономная, если бы республика создавалась, входили абсолютно все территории, которые сейчас в составе Ульяновска, это там Татарстана, они туда не входили. Татарстан, по-моему, раньше наша республика образовался, да? Нет, позже. Позже даже? Позже. Ну, значит, если мы раньше начали, могли бы вот территориально, вот хотя бы вот наших сородичей к себе вот в республику взять. Да. Но этого не произошло. Этого не произошло. Это трагический момент нашей истории. А почему чуваши, скажем, оказались на территории, вот даже в Оренбургской области? Ну, когда Россия, большая Россия, значит, стала нашей родиной, чуваши, живущие на правом берегу Волги, но развивалось эти села довольно хорошо, много рождалось людей, и постепенно теснота стала, и переселялись на те земли, где была Волжская Болгария. Эти вот земли Самарской области, Оренбургской области, Ульяновской области, это основные земли Волжской Болгарии. По сути, они на чужбину не уходили, уходили на свои же земли. Память предков сохраняла эти места. Они приходили на те земли, где жили их. Они знали, что это плодородные, хорошие земли, добротные земли. Ну вот, поэтому не боялись, наверное, и уезжали туда. Пришли и обосновались. Но это на территории современной, так, ближайшей России, скажем так, Башкортостан. Но они же еще уезжали в Сибирь, в Новосибирской области, по-моему, живут чуваши, да? Ну, что интересно, когда вот официально уже это на правительственном уровне переселение шло, я как раз в те годы работал в 1961-62 годах, в 30 годах я работал в отделе переселения и набора при Совете Министров. Я ездил с ними, переселенцами, в Тюменскую область, Красноярский край и Томский край, Томскую область переселялись. Именно переселялись в основном из-за того, что тесно было. Тесно с землей. Земли. И что интересно, вот помню, в Тюменской области я пытался, мне тоже был молодой человек, интересно было, где живут чуваши. Куда-нибудь приезжаю, спрашиваешь в деревне, большой деревне, чуваши здесь есть. А где, покажите, а вы идите по улице, где хороший дом, это чуваши. И здесь теснота, значит, желание поставить хороший дом всегда в душе у чуваша, это всегда жило. А там в Сибирь переезжаешь, значит, пожалуйста, вольготно, и лес, все есть, и они такие добротные дома там. Чуваши трудяги, могли работать, умели работать, вот и строили. Но я слышал еще такое мнение. Председатель колхоза «Победа» Яльчикского района Василий Георгиевич Свеклов, он тоже много путешествовал, будучи большим человеком. И он такое наблюдение для себя сделал. Вот там, скажем, в Крыму, там, или где-то-нибудь на Кавказе, или там на Востоке, где-нибудь в Башкирии, может быть. У кого, говорит, перед домом лежит строительный материал, кирпичи, доски или еще что-то подобное. Я говорю, знаю, что это наши, это чуваши. Разговариваю, говорит, да, именно так и есть. Ага. Интересный факт мне Исляков Семен Матвеевич рассказывал. Он был первым секретарем. Мне, говорит, звонил Кунаев, первый секретарь Казахстана. И вот когда очень много переселенцев, на самом деле это из общего числа переселенцев Советского Союза, где-то 75% были именно чуваши, переселялись. Из нынешней территории чуваши? Из нынешней. По национальности были чуваши? По национальности чуваши. И вот, зная это, тогда шло освоение вот северных территорий Казахстана, и, где целинные земли, да. И вот он предложил, давайте целевым направлением всех чуваш, которые хотят переселиться, переселим на северо-казахстанскую область. И создадим чувашскую автономию. Чувашскую автономную область. И так как чуваши это работящий народ, значит... Казахи знали, что чуваши именно такими являются. Знали.
и что этот какой-то все-таки Исляков сделал ошибку, не согласился. Это он сам рассказывал. Он сам рассказывал. Ну, он потом сожалел об этом? Или... Не знаю, он мне рассказывал, и когда я говорю, жаль, я ему сказал, что вы не согласились. А почему, он говорит, это разве неправильно я сделал? Я говорю, да, неправильно, потому что все-таки там, если бы создавалась Чувашская автономная область, это было бы развитие нашего народа, значит, говорит, интеллигенции, я сказал ему, я бы первым поехал туда. Ну, там земли хорошие были? Да, условия условия хорошие, земли хорошие. Это Северный Казахстан, ведь, да? Это северный, сейчас это было бы на севере, на границе с Россией, Казахстане. На Оренбургской области, да? Нет, да, в Оренбургской области. И это было бы... Ну, это было бы неплохо, по крайней мере. Было бы неплохо. Я казахам рассказываю, ой, говорит, как хорошо было бы, мы бы дружили, помогали бы. Потому что это все-таки одни корни, родственные корни имеют чувашских с казахами. Сейчас вот казахский ученый Даутбеков, описывая историю своего народа, доказывает, что казахи тоже потомки из рода Дула, чувашские цари. Дула — это, по-моему, род царей Волжской Великой Болгарии, еще когда они на Азове жили. Великой Болгарии. Мы родственные народы. На самом деле, вот он приехал сейчас, вот он сделает книгу, он здесь целую неделю жил, и топонимика, вся чувашская топонимика полностью повторяет казахскую топонимику. Это очень удивительно. И родовые знаки наши, чувашские... Тотемные знаки, я видел книгу, да. Одинаковые. Это очень интересно. Потом трагический момент в истории нашего народа – это уход в Турцию. Там много людей уходило в Турцию? В Турцию уходило, по рассказам старых людей, около 100 тысяч чувашей ушло. 100 тысяч? Да. Это же очень много. Это очень много. Это в знак протеста против насильственного крещения они уходили. Это в 1840-е годы, наверное, да, было, да? 20-е, 10-е. 820-е годы. Да. Вот эти годы, когда насильственное крещение шло. Но это большая трагедия народа. Вот представляешь, сегодня тебя зовут Изанбай. Или Иженгей, скажем. Село окружает отряд солдат, батальон там, или 2 батальона, всех выгоняют, значит, всех детей, стариков, женщин, загоняют, где там река есть, в реку, или в озеро, значит, ты в озеро заходишь, в воду заходишь и зомбаем, а оттуда тебе уже ты выходишь, тебе дают этот Иваном или там каким-то другим. Это такая трагедия была для души народа. И вот уходили в основном из южных районов, из южных регионов, из Пензенской области, там Пензенской области целые села, целыми селами уходили. Сейчас я так помню, в Пензенской области сейчас чувашей не так много, скажем, по сравнению с Ульяновской областью. В Пензенской области сейчас только один район, 11 сел осталось. Но там есть очень интересные места. Чуваш-Пулнавырын, место, где были чувашские села, так и называется. И Саратовской области, и Сталинградской области чуваши уходили. Значит, вот из южных регионов. И столько народных песен, трагических народных песен об этом уходе. В это время сложилось. Да, ага. И потом имена народных поэтов, которые уходили. Вот Туймурза, имя поэта. Он долго не соглашался принять чужую религию. За это был избит, выброшен из села. Пытался он как-то понять, почему мы должны принять другую религию. Не мог понять. И начал призывать народ в уходе в Турцию. Ну и эмиссары, исламские эмиссары тоже тут участие принимали, видимо.
И вот, уходя из своей деревни, он спел песню «Кайбинде, кайбинде яладан, саргайганцы пибуза, шивда эспупсир мурдан». Это такие... Очень сильно был обижен. Сильно был обижен. И потом его историю я описываю в своей книге «Древней Болгарии Чувашии». А потом, настоящий поэт, он стал тосковать по своей родине. Это уже в Турции он был, да? В Турции, в Турции. Он уже немного, и головой у него уже не в порядке, но все-таки, когда он приходил в себя, они жили на берегу Черного моря, отдельные чувашские села были там. И интересно, его песня сохранилась в Турции, рожденная песня. Саргай, значит, как же, Шивдутлумар Килега Сумдилить. Уже вот у него уже тоска по своей родине. Нестерпимая тоска, наверное, была. И в Стамбуле есть целый район, Чуваш-Деле называется. Дель – это район. Чуваш-Деле. Когда я узнал об этом, я одного турецкого ученого попросил, давайте съездим, посмотрим. Мы с ним съездили, он показывал дома, двухэтажные дома, внизу магазины, на втором этаже живут сами. Я говорю, а здесь чуваши остались? Давайте, говорит, посмотрим, поговорим со стариками. Мы ходили нескольким людям, старики рассказывали, да, это вот чуваши, эти дома построили чуваши, но они потом вот разбогатели и ушли в другие места. Получше места нашли, наверное. Мы купили от чуваш. Они это признают? Они признают, мой дед купил от чуваш. Я говорю, а как они разбогатели? Ну, они научили нас, турок, кожу делать. Именно чуваши научили кожу делать. И что интересно, мы последние годы привозим из Турции уже кожу сюда. Наших соотечественников. Да. Но все-таки ниточку дальше не нашли? До чувашей, истинных чувашей не нашли? Одна женщина Ирчи Чуваш. Ирчи. Чуваш его, имя Ирчи. Когда я выступил в 1996 году на Курултае, Курултай проходил, в Анкаре проходил, я выступал и рассказывал об этом случае. И вот уже к концу в этот же день, к концу этого мероприятия, меня ищет одна женщина, говорят, нашли, я, говорит, вот потомок Чуваш, и фамилия моя Чуваш, Ирчи, имя Ирчи, Чуваш. А в каком регионе Турции она живет? Она живет в Анкаре живет. В Анкаре, в городе. Она потом пыталась даже создать чувашскую общественную организацию Чуваш, потомков Чуваш. Но, видимо, она приезжала сюда, даже в Чебоксары приезжала. Я хотел познакомить его с нашими руководителями, но как-то не очень удавалось, потом она как-то затерялась. Поддержку не нашла. Вот это все, что вы пока вам удалось обнаружить, да? Да. Ну, по этому направлению можно еще много работать и найти очень много. Ну, нужно активизироваться чувашам, нынешним чувашам, живущих в Турции, флаг им в руки. Ну, для этого какая-то поддержка нужна. Поддержка. Да, конечно, на правительственном уровне. На правительственном уровне и Турции, чтобы и наше правительство, Чувашская республика поддерживала их. Я же говорю, если Чуваш приехала, вместо того, чтобы здесь не был примат. Ну вот у турков министр иностранных дел имеет фамилию Чавушоглу. Я долгое время думал, почему это Чувашоглу, что ли. Несколько раз проверял себя, смотрю, Чавушоглу. Не имеет он чувашских корней, но я по виду его смотрю, но... У меня тоже такой интерес. Да. В следующую поездку к консулу в Казань я обязательно спрошу это. Да, может, вдруг, мало ли. Да. Там уже, скажем, по виду-то он, наверное, да, настоящий турок. Кто знает? Ну, ведь турецкий язык очень близок к чувашскому языку. 27 тюркских народов, из них только турки и чуваши маму называют Анне. Ага, у турков Анне называют. Это первое слово, которое произносит ребенок. Анне. И
турки и чуваши называют одни. Это очень Больше никто не называет Да, маму Ани. остальные народы совсем по-другому называют. Это очень интересно. Вот мы в одном из Курултаев в Турции, когда были, хотели работать по созданию разговорного тюркского языка. Но не получилось. Это было бы интересно. Вот, скажем, у арабов тоже разные диалекты, но разговорный арабский язык единый. Литературный язык у них, Да, наверное, да? как литературный язык. Если бы мы создали, вот это очень интересно, мы вариант нашли, вот, скажем, 27 тюркских народов, какое-нибудь слово берем, скажем, слово мужчина, арзин. Какой вариант больше, значит, Схожих вариантов. Да, это слово берем для разговорного языка, тюркского языка. Вот такой. Ну вот не смогли, не получилось. Не было поддержки для того, чтобы работать, какая-то поддержка нужна, именно финансовая поддержка нужна. Да. Вот многие вот сейчас интересуются, а чуваши живут в Крыму, говорят, немало их там было. В древние времена чуваши в Крым не уходили? В древние времена не уходили, но в древние времена там жили. Когда Болгария, Великая Болгария была, я тоже по карте смотрел, территория Крыма входила в состав этого государства. Фанагория, нынешняя Фанагория, чувашская Хонагур. Хонагур. Так называлась. Гостей встречая или там... Да, это доказывается всем. Если дословный перевод сделать. Потому что Кубрат, царь Великой Болгарии, похоронен на территории Полтавской области. Это царя где-то на окраине не хоронят. Да. Это Свободно ходил, может быть, свои же земли были. Эти земли, все Полтавская область, все входили в состав Великой Болгарии. Интересно. А вот как сложилась судьба чувашей, ушедших с венграми вместе? Все-таки этот факт был? Ну, это очень далекие времена. Далекие, да, конечно. 8 век, скажем. Интересный тот факт, что венгерские племена жили на территории Волжской Болгарии. И они постепенно стали уходить по южной территории в сторону запада. И, естественно, какая-то часть именно чуваш-болгар могла с ними уйти. Потому что могла только, или это известный факт все-таки? Нет, это не известно. Это не доказано? Нет, это не доказано. Но в венгерском языке очень много чувашских слов. Очень много. И топонимики очень много. И даже можно считать, что венгерские нации создавалась из двух компонентов. Угрофинский компонент и тюркский, то есть болгарские. Ну, нам в качестве легенды рассказывали, что Будапешт, это у них же это столица, будто бы основали чуваши, ушедшие вместе с венграми. Ну, получается, да, волжские болгары. Я же говорю, одна компонента это болгары, волжские болгары, и угрофинские. Ну, угрофинские, короли венгров были из угрофиннов. Вот поэтому постепенно побеждала. Финская ветвь, она взяла верх, она доминировала. Доминировала. Но они считают себя венгры именно учитывая то, что в составе венгров именно тюркская линия тоже была, себя считают они потомками гуннов, как и чуваши. Ну, они справа уже имея вот эти корни. Ага. Ну, насчет сибирских чувашей мы поговорили. Кого мы еще не вспомнили, Михаил Николаевич? Всех вроде бы вспомнили. Всех вспомнили. Ну, пусть простят нас те, кого не вспомнили, мы еще, может быть, не знаем. Те переселенцы, которые после войны уже, скажем, в Карелию уходили, переселялись, было, я помню, мы жили очень трудно, материально очень трудно. И помню, переселенцы в Карелию, может быть, я уже даже мальчишкой думал, может быть, там
потому что наша деревня в низине, даже катушка не урождалась у нас. Переселенцы были в Калининградскую область, и переселенцы были даже в Крым. Мгм. Я помню, работал с фотографом вместе, Прохоров Вениамин Прохорович. У него отец воевал в Прибалтике. Он видел все это, какие там земли, и после войны, выселив оттуда немцев, тоже приглашали и чувашей тоже переселиться в прибалтийские земли, вот в Калининградскую область. У него, говорит, отец очень хотел, потому что видел, какие там земли, какие там условия. Мать, говорит, ни за что не согласилась. Ну, вот чуваши там переселялись, я в газете читал, были такие люди тоже. Ну, теснота земли всегда для чувашей это была трагедия. Земли мало было, Да. а работать любили, хотелось работать. Ну вот у меня, Михаил Николаевич, такой вопрос возникает. Чуваши все время переселялись, не ослаблялись ли мы от этого? Потому что уходили кто? Смелые, умные, сильные люди уходили. Да. В какой-то мере ведь мы объединялись Да, этим. конечно. Но из-за отсутствия, из-за тесноты земель, это было вынужденная переезд. да, вынужденная мера. Ну, дай Бог, чтобы наш народ жил, развивался, и чтобы мы сохранили свой родной, любимый чувашский язык. Потомок древних народов, гуннов, волжских болгар. Спасибо, Михаил Николаевич. Спасибо вам.